Утро на телеканале «Россия» продолжает вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре понедельник, 22 ноября. Подготовка к Новому году в самом разгаре. Уже скоро столица республики засияет яркими праздничными огнями. К примеру, в этнокомплексе «Амазония» появятся световые тоннели, инсталляции, развесят и гирлянды. Также в парке яркими огнями зажжется колесо обозрения. Аттракцион оборудуют световыми модулями из 16 миллионов оттенков разных цветов. Очередной сюрприз горожанам готовит и ведущее предприятие республики. Рядом с остановкой кинотеатр «Сейспель» вместо жирафа в медицинской маске появится новый персонаж. Правда, кто это будет, пока держат в секрете. Тем временем в детском парке имени Николаева и в Амазонии начали заливать катки. Это значит, что уже совсем скоро можно будет достать коньки и с удовольствием покататься. Хотите получить новогодний подарок от футболистов сборной России? Тогда скорее пишите им письмо. В послании необходимо передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную футбольную историю из своей жизни. Авторы лучших писем получат призы – мячи и футболки с автографами членов сборной. Победителей жюри будет определять каждый понедельник, вплоть до 10 января. Отмечу, отправить письмо можно 3 способами: заполнить форму на сайте Почты России, либо прислать электронное письмо на адрес почта сборной@rfs.ru, либо отправить послание в бумажном конверте Почты России по адресу город Москва, улица Народная, дом 9. В строке получателя необходимо указать «Конкурс Почты сборной». К другим темам. Макринский мост в Канашском районе может стать объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас виадук уже прошел историко-культурную экспертизу, но для того, чтобы включить его в единый госреестр объектов наследия народов России, необходимо провести общественное обсуждение, сообщает Минкульт Чувашии. Отмечу, внести свои предложения по этому вопросу может каждый. Рекомендации жителей республики принимаются по адресу Президентский бульвар, дом 17, а также на электронную почту culture@kap.ru. Звуки Че 90-е. Под таким названием в Чувашском национальном музее открылась выставка о молодежной музыкальной жизни и неформальных движениях в республике того времени. В экспозиции представлены архивные почти забытые фото, музыкальные инструменты, костюмы исполнителей, кассеты групп «Белые братья», «Демо», «Делирий», «Бункер», «Набат» и многих других. Кстати, на фотографиях вы, возможно, найдете и ваших знакомых. Композиции тех лет здесь тоже можно послушать. Для этого необходимо просто отсканировать QR-код на стендах. Необычное само оформление выставки. Конструкции из крафтового картона обклеены постерами кумиров, фотографиями, рисунками, текстами песен. Все это напоминает комнату подростка того времени. Что вдохновило организаторов сделать экспозицию именно такой? Чем еще она удивит гостей музея? Об этом расскажем сегодня в наших информационных выпусках. За туманом река, за туманом ночи, за туманом года. Сегодня во всем мире отмечают День сыновей. Это отличный повод провести его в кругу семьи. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. До свидания.